Что с вами? Вам плохо? Помогите, человеку плохо. Каждое действие отточено и продумано. Еще бы, на кону человеческая жизнь. Оказать первую помощь студентка 6-го курса мединститута Наталья Сторож, кажется, может с закрытыми глазами. До аттестации всего несколько месяцев, но этого должно хватить, чтобы изучить все оборудование новых кабинетов. Всего таких 5 по оказанию экстренной неотложной помощи, сердечно-легочной реанимации, диспансеризации и физикальному обследованию. Это полноценный кабинет врача-терапевта. Здесь можно послушать легкие и сердце, здесь померить давление, ну а при необходимости дать пациенту дополнительную физическую нагрузку, чтобы выявить какие-либо отклонения. Теперь получать знания студенты будут прямо с первых лет обучения. Кабинеты, которые моделируют самые разные ситуации, помогут в полной мере отработать все теоретические знания на практике. Условия максимально приближенные к реальным. Например, этот манекен умеет потеть, реагировать на свет, кричать, стонать. У него даже прослушивается пульсация, а все показатели выводятся на монитор. На первом курсе ребята учатся уходу за пациентом, профилактике пролежней, обработке ран, снятию швов, то есть уход за пациентом и так далее. Дальше уже подключаются другие дисциплины, пропедевтика, да, заболеваний, где они учатся правильно диагностировать, обследовать пациента, осматривать, пальпировать, перкутировать, проводить аускультацию сердца, легких. То есть это все будет проводиться в симуляционных условиях. И мы планируем, что ребята будут здесь прямо жить, чтобы у них был допуск, то есть чтобы они могли в любое время потренироваться, прийти на тренажерах, на манекенах. Впрочем, пока ситуационному центру больше рады старшекурсники, ведь именно здесь им сдавать один из самых важных экзаменов в жизни. Тем, кто испытаний не пройдет, дадут ровно месяц на подготовку и еще один шанс. Дальше 3 года работы в первичном звене, и только потом молодой специалист может выбрать узкую специальность. Таковы новые правила обучения в медицинских институтах. В данном центре для нас в первую очередь важно то, что мы можем сдать аккредитацию и начать свою профессиональную деятельность в качестве врача-участкового терапевта. Центр оборудован по всем стандартам, то есть мы с полной уверенностью будем сдавать здесь аккредитацию, не волнуясь ни за что. Мы очень рады, что наконец-то смогли сюда попасть, и вообще очень рады, что именно в этом году открывается этот центр, поскольку если бы он не открылся, нам бы пришлось ехать в другой город и сдавать уже там. А с 2021 года аккредитация ждет не только выпускников мединститутов, но и практикующих врачей. К этому времени у докторов закончится действие нынешних сертификатов. Раньше их получали каждые 5 лет. Теперь допуск к пациентам врачи будут получать на тот же срок, но уже по новой усложненной схеме. Новые веяния диктуют свои новые правила. Если бы у нас не было своего аккредитационного центра, мы вынуждены были ехать в ближайший аккредитационный центр. Это Архангельск, это Киров. А так открытие этого центра позволит нам развивать науку в том числе, развивать, повышать качество здравоохранения в нашей республике. И, соответственно, аккредитация будет проводиться у нас первичная для тех, кто впервые вступает в нашу профессию, и повторная аккредитация для докторов со стажем. Так что на этот центр и у медиков, и у педагогов большие планы. Кроме студентов и практикующих врачей, здесь будут обучать и тех, кто в силу профессии сталкивается с оказанием медпомощи, например, спасателей или полицейских. Александра Головина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.